Добрый дзень, шаноўныя сябры. Спадзяюся, вам спадабалася тая книжка, якую мы читали у минулый раз, а мы продолжаем. «Кто здесь?» – подскочил Витек. «Это я, Сережа. Ну и темнотища здесь. На горе и у плотин хоть фонари горят. Тебе страшно было сидеть здесь одному?» «Чего? Это мне-то страшно. Я не то хотел сказать», – замялся Сережа. То есть я... Да ладно тебе, книжку принес?» «Принес», – торопливо вытащил он из рюкзака вещи. «И еще банку варенья, ежевичного». Витек шмыгнул носом, поерзал на траве, а потом спросил: «Слышал, значит?» «Про что? Как я хвастал на реке, будто волк мне банку варенья должен?» «Слышал. И все равно пришел к лгуну такому заверущему. Все равно книжку принес. Ты не лгун». Витек снова повозился, поковырял землю, погрыз попавшуюся в траве мелкую ветку, потом бросил ее и в сердцах сказал: «Лгун! Пока тебя здесь ждал, весь дрожал от страха. А вдруг волк рядом рыщет? Я лгун и трусишка. Давай варенье есть». «Давай», — согласился Сережа. «Только я ложки забыл». Они по очереди стали окунать лапы в варенье, иногда нечаянно стукаясь лбами и смеясь. «Вкуснотища! Мама сварила». «Я братьям оставлю?» «Конечно, а я еще арфу принес». «Арфу? И играть умеешь?» «Я только на гитаре могу старинную плотинную песню, но у нас ее каждый бобренок знает на память». Сережа привычными взмахами лап тронул арфу. Она послушно отозвалась, зазвенела, будто сказав: «Привет, Сережа! Начнем?» Бряки выскальзывали из-под его лап, запрыгивали на деревья, плясали по глади реки, волновали траву. «Здорово!» – уважительно сказал Витек. «Хоть танцуй до упаду. А еще что можешь?» Волчонок помедлил, а потом снова тронул струны. Лес замер, лес вздохнул, лес зазвенел, а Витька всхлипнул. «Ты чего?» – спросил Сережа, отложив арфу. «А ничего!» – буркнул он. «Играешь такое...» «Какое?» «Грустное. Только посмей сказать кому, что я ревел, как бобриха плаксивая». «Это я сам сочинил, когда мама пропала. Я ее ждал, звал, искал по всему лесу. Потом понял, что остался один. Только арфа со мной и говорила. Если б не она, я бы с ума сошел. Вот, бедняга, а твои родичи, твои тети, белки, дяди белки, бабушки белки, я не белка». «Я-то понял!» – воскликнул Витек. «Еще днем припомнил все и решил. Не беличий у тебя характер. Да и на ощупь мы ж катились с тобой в обнимку. Не белка, зуб даю». «А кто?» «Енот!» – уверенно отозвался Витек. «Больше всего на енота похож. Я его, правда, только в книжке видел, в сорочьей энциклопедии». «В вашем лесу нет енотов». «Вот в том-то и дело. Ты один такой, да еще без мамы остался. Ну не бойся, Серега, я тебя защищать буду. Я тебя со всеми своими нашими познакомлю». Сережа невесело хмыкнул. «Мы мамку твою найдем, не бойся». Волчонок почувствовал на своем плече липкую от варенья лапу. «Не бойся», — повторил Витек, — «это я тебе как главный трус нашей речки скажу. Еще недавно я тут сидел один, трясся от страха, как неспиленная ветка. Но ты пришел, и стало легко. Если рядом друг, чего бояться? Вместе все одолеем, не кисни». Сережа замер, а потом вскинул голову и сказал только: «Да». «Значит так». Витек убрал лапу с Сережного плеча и начал торопливо собираться. Слышно было, как со скрипом закрывается банка варенья, шелестят книжные страницы. «Встречаемся здесь. В полдень. Идет? Я отведу тебя к своим, а там решим, что дальше делать». И, не дождавшись Сережиного ответа, шумно утопал в кусты. Волчонок сидел и слушал, как шумит река, волнуются деревья, жужжат комары. «Если рядом друг», – пробормотал он. Вернувшись домой, Сережа забрался в постель. Гладил струны, и арфа нежно звенела. «Я тоже люблю тебя, мама», – шепнул он и закрыл глаза. «У меня появился друг. Вместе мы найдем тебя».
Дальше автор очень в такой живописной форме представляет читателям встречу волчонка Сережи с родичами бобренка, которые поначалу испугались было и с ужасом смотрели на смелого Витька, а потом стали хвататься за толстые палки, чтобы бить волчонка. Но бобренок быстро успокоил их, сказав, что волчонок – это его друг, а потом еще и старый бобер, дядя Миша, подтвердил, что Сережа не хищный волк. А потом этот же дядя Миша еще и подсказку дал о том, что зайчиха Анастасия знает, где находится волчица, мама Сережи. Оказалось, что она попала в западню, в глубокую яму, из которой невозможно выбраться. А потом туда же, в эту яму, нечаянно провалился зайчонок Ленька, сын этой Настасьи. Но голодная волчица не съела его. Она приподняла его так, чтобы зайчонок мог выпрыгнуть из западни. Сказка заканчивается на очень такой хорошей ноте. Бобры помогли волчице выбраться из ямы, сделав носилки из веток и прикрепив к ним крепкие ивовые прутья. Сережа очень обрадовался встрече с мамой. Он с облегчением ткнулся мордочкой в бок исхудавшей маме, как делал всегда при встрече. Но волчица даже не открыла глаза. И тогда он почувствовал, какая же она маленькая и слабая, беззащитная, беспомощная. Впору ему самому стать для нее мамой. Зайчиха Анастасия долго выхаживала волчицу, готовила для нее снадобье из трав и перевязывала ушибленные раны. Волчонок подружился с зайчонком Ленькой. Каждый день к нему наведывался бобренок Витек, да и вся команда бобров помогала по хозяйству в доме волчонка и его мамы. Что-то строгали, что-то приколотить нужно было, что-то распилить. И вот я хочу почитать вам последнюю, скажем так, странички этой книги, чтобы вы поняли, как стали жить дружно звери в лесу. Называется этот раздел «Мамина музыка». Прошло уже недели 3 с той поры, когда спасенная волчица вернулась в хижину. Летние дни шли на убыль, заметно холодало, но возле старой упавшей сосны было, как всегда, шумно и весело. Взрослые бобры готовились к большой вечеринке, а мелкие бобрята резвились и путались у них под ногами. Но когда мелькающий в кострище огонек разгорелся, обняв дрова, и затанцевал в сыром вечернем воздухе, все притихли и уселись. «Давай, Витек, старинную, плотинную». «А что сразу я?» – отозвался тот с притворной сердитостью, а сам с удовольствием настраивал гитару. «У тебя лучше всех получается, ты же сам знаешь. Ладно, только чур, всем подпевать». Бобры и маленькие, и большие завозились, заулыбались и смешливыми голосами подхватили песню. Солнце садилось, скользило по верхушкам сосен и гладило розовым светом листья, стволы, звериные шкуры и все, до чего оно могло дотянуться. А когда бобриные голоса замолкли, оно закатилось за лес. Потемнело, посвежело, бобры придвинулись друг к другу. «А теперь нам сыграет Анна», – объявил дядя Миша, – «единственная и неповторимая волчица этого леса. Сыграете, ведь не зря же вы сюда арфу принесли». «Сыграю», – улыбнувшись, ответила Анна. Тронула струну лапой, и в этом коротком, ничего не значащем, казалось бы, звуке было что-то такое, от чего бобры вздрогнули, выпрямились и поглядели на волчицу. А она не видела их, закрыла глаза, чтобы вспомнить так настойчиво снившуюся ей недавно мелодию, тихую, радостную музыку леса. Лапы двигались неторопливо, как будто нащупывали тропинку в темноте. Но потом они замелькали, раз за разом тревожа струны, лесной воздух, влажную траву, языки огня, ветки на деревьях, волнуя, успокаивая и снова волнуя. Бобры сидели ошеломленные. Они замерли и не замечали, как позади них, за широкими стволами сосен, выглядывают белки, крадутся зайцы, подползают мыши, чтобы еще послушать,
чтобы еще слушать, слушать, слушать зимнюю мелодию. Только Сережа, который сидел с краю, видел их мелькающие тени и улыбался. Он знал, что в музыке его мамы много любви. Вот так красиво заканчивается эта сказка. Книга чудная. Хочу сказать, что эту книгу можно приобрести на платформе Wildberries, а еще можно ее заказать в издательстве «Добрый великан», ссылку на которое я оставляю вам в своем профілі. Дякую вам за увагу. Спадзяюся, що наше читання вам сподобалося. Заставайтеся з нами на каналі «Казки на канапе». До побачення, до нових зустріч!